Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Что касается первой проблемы, на которой мы остановились в прошлой лекции, это изменение населения в нашем регионе в предмонгольский период. Наши казанские коллеги, которые описывают вот этот период или так или иначе касаются этого периода, до сих пор продолжают утверждать, что территории Заками, то есть это восточные реки Шишма, обитали там тюрко-угорские племена. Точнее, вот если посмотреть вот новые издания, вышедшие в прошлом году, у наших некоторых коллег, там вообще описано угро-тюркские племена. Угро-тюркские племена. Это несмотря на то, что в последнее время были сделаны весьма интересные открытия. То есть сказать, что данная территория обживалась угро-тюркскими племенами, доктору наук или профессору, это то же самое, что тыкать пальцем в небо. Угры жили и на территории Среднего Поволжья. Угро-тюркские племена — это вся территория нынешнего Башкортостана, это Южный Урал, Западная Сибирь. То есть, по сути, ни о чем. Говорить о том, что наша территория была обжита угро-тюркскими племенами, для исследователя это несерьезно. Последнее исследование говорит о том, что мы встречаем здесь памятники, то есть если посмотрим XII век, конец XI, большая часть XII века, памятники большей части болгарские и с заметным присутствием угорского элемента. Вот так точнее будет. Если мы будем говорить о угорских племенах, которые уже так массово здесь обживались, значит, мы должны говорить о какой-то угорской культуре, археологической культуре. Как вот в свое время Евгений Петрович Казаков пытался обосновать здесь присутствие или функционирование так называемой культуры постпетрогром, одноименной керамикой. Керамика есть, действительно, но эта вся керамика, она присутствует только в болгарских городах, что интересно. Вот у нас, если мы посмотрим, самый близкий к нам памятник — это Елабужское городище, керамика постпетрогром — это лепная керамика с толченой раковиной в тесте, такого серого цвета, кострового обжига. Эта керамика занимает где-то приблизительно от 60 до 80% по раскопам от всей средневековой керамики. То есть там болгарская керамика явно в меньшинстве. Но это же никто не говорит о том, что Елабужское городище — это угорская крепость с мечетью, то есть белокаменной цитаделью вот этой. Но угорская посуда, она присутствует везде. Но, тем не менее, мы утверждаем, что в предмонгольский период население региона существенно изменилось. Здесь появился новый субстрат, этнический субстрат в лице населения так называемой родановской культуры. Родановская культура — это население Верхнего Прикамья, это вот Пермский край, где на рубеже XI-XII веков сформировалась вот такая общность, которую мы называем родановской культурой. Это финская, в большей степени финская культура или финно-пермская культура. И это население, считалось, что это население двинулось только в золотоордынский период вниз. Мы же говорим, это население двинулось вниз по Каме именно в конце XII века. Почему такая дата? У нас есть, во-первых, у нас есть уже опыт определенный поиска и изучения памятников. Даже вот на примере наших елабужских памятников мы можем утверждать, присутствует это население у нас, скажем, в XI веке или в первой половине XII века или нет. Это общеизвестное погребение, так ведь, на улице Тукая 2А, это сад Елизовой, сад-огород Елизовой, да, мы там вскрыли 4 вот таких погребения. 4 таких погребения. Видите, там еще какие-то помидоры растут. Вот так лучше будет, наверное. Вскрытие, женское погребение. Женщина 20 лет. Антропологи дают ей возраст 20 лет. Она лежит звездочкой. Это такое положение, называется положение звездочки, когда руки несколько раскинуты по сторонам. Изголовье, видите, посуда, красная посуда, она чисто болгарская такая кринка.
первой группы посуда, гончарная посуда. Вот здесь мы видим капаушку, такую очень характерную для финнов капаушку. Здесь вам не видно бусы, видите, раскинутые бусы лежат. Здесь нож, на предплечье лежит нож. И ориентация головой, посмотрите, ориентация головой у нее такая запад-северо-запад. Запад-северо-запад, что характерно и для мусульман, но это не мусульманское погребение. И дальше в других комплексах, еще мы рядом вот 3 погребения открыли, они все это единственное цельное, то есть не потревоженное погребение, остальные все погребения потревожены. Потревожены имеется в виду не сейчас, они потревожены еще в то время. Кости или перемешаны, у всех перемешаны кости, или кости убраны полностью. Посуда и инвентарь оставлен, а кости вплоть до мелочей были собраны и все куда-то убраны. Эта традиция называется традиция обезвреживания. Причем все эти погребения, обезвреживанию подвергаются только женские погребения. По крайней мере, в домонгольский период я не знаю в нашем регионе, чтобы какое-то мужское погребение было подвергнуто обезвреживанию. Причем надо сказать, что данный могильник, он очень большой. Он очень большой. Есть погребение на территории нашего института, во дворе нашего института. Есть на молокозаводе. По сути, по улице Тукая идет до института. От Тоймы до института и где-то ширину от нашего первого общежития, дома священника, где там дом священника стоял, там овраг проходил в древности. Овраг — это граница, естественная граница в древности для могильников. И, по сути, до мясокомбината. Вот эта вся территория, это приблизительно 40 тысяч квадратных метров. Это очень большая территория. Она не полностью занята, то есть не сплошь занята могильником, а вот какие-то кусты встречаются. Вот такое захоронение, оно характерно и для татар, нынешних татар, северных районов, где татары хоронят кланами. Занимается большое кладбище, то есть кладбище разбивается изначально очень на большую территорию, а потом каждый клан, род хоронит своих вот кучкой. Такого сплошного заселения нет. Вот у нас в нашем регионе такого нет. Такого нет. А вот в Удмуртии, Агрызском районе, вот я видел, такие вот в Кукмарском районе, вот такой обряд захоронения встречается. Это не наш обряд, это пришлый обряд. И вот этот материал и комплекс погребальный, он не пермский, точнее, не верхнекамский, он паломский. Паломский, то есть Поломско-Чепецкий, это территория нынешней севера Удмуртии. Это население, вот оставшееся вот этот комплекс населения пришло к нам оттуда где-то уже в середине, во второй половине X века. Они сюда пришли вместе с уграми, одновременно с уграми, и, по сути, это население продолжало жить здесь до середины XII века. По сути, самые последние датирующиеся элементы здесь, так называемые февитные, если будет возможность, посмотрим. Вот февитные такие подвески, они датируются XII веком. И это население нам принесло вот такие подвески в виде уточки. Уточки, они первыми сюда начали вот такие уточки приносить вымские. Вот это капоушку вы видите. Вот это у нас такие подвески, очень висюльки подвески. И самое интересное, это население, мы не знаем, контактировало ли это население с уграми нашего городища. Вот этот вопрос взаимосвязи посада, точнее не посада, а вот исторической части Елабуги и городища, он до сих пор в науке не объясняется. То есть мы не можем определить, почему эти поселения существовали как раздельные поселения. Что касается уточек, вернусь к этой теме еще раз. Вот здесь родановских вещей нет. Родановской, то есть верхнекамской керамики, верхнекамских предметов в этом могильнике вообще не встречается. То есть, если бы родановское население пришло бы где-то даже к середине XII века, мы бы сказали, да,
в могильнике они есть, а их здесь нет. И второй памятник, который у нас действительно мы можем потрогать, который мы можем посмотреть, что там есть, это у нас Посад. И третий некрополь, это сейчас адреса, по-моему, изменили. Это раньше, когда мы копали, это была Большая Покровская, 28-30. Это двор. Вот Покровская церковь, там кирпичный краснокаменный кирпичное здание стоит, трехэтажное, бывшее общежитие. И во дворе, вот мы там вели раскопки. Вот, пожалуйста, Равиль нам сделал вот такой расклад, да, вот наши раскопки, посмотрите, погребенные это все-таки зоотарденский период, а вот конструкции, вот эти ямные сооружения, это домонгольский период. Домонгольский период, то есть, точнее, предмонгольский период, это где-то конец XII века. Вот это погребенные, а вот из домонгольских ям происходит вот такая вот такие сосуды, это чисто Роданово. Чисто Роданово. Причем посуда, она такая своеобразная, двух типов. Есть вот такие котлы, видите, они венчиком, отогнутым венчиком, одной или двумя ручками, без орнамента, или есть там ногтевой орнамент, ну, заметно, незаметно, я не знаю. Вот ногтевой орнамент. Ногтем большого пальца они делаются. Вот они идут. Ногтевым орнаментом. Это один тип традиции изготовления посуды. И совершенно другой тип. Это чисто пермское, это даже, я бы сказал, вымско-пермское, это Верхняя Кама и далее север, вот эта традиция. А это, если присутствует гребенка, это тоже родановская посуда, но с заметным влиянием угорских традиций. Угорских традиций, видите, у них венчик уже другой, а хотя оба круглодонные. Вот этот горшок своеобразный, это XII век, конец XII века и слоев конца XII века. Причем они у нас присутствуют и за зоотарденский период. И надо сказать, что это население пришло в то время, когда у нас вот строился как раз сам Посад. И в общей массе керамики данного периода вот такая лепная посуда составляет 60%. Домонгольский период 55-58, зоотарденский период 60-62%. То есть они превосходят по численности домонгольскую болгарскую керамику, то есть просто общеболгарскую керамику. Учитывая, что общеболгарская керамика, она всегда обычно бывает выше, чем лепная, здесь мы видим вот такое соотношение. То есть подавляющая часть подсада в домонгольский период у нас были пермяки, говорившие на языке, близком языке коми-пермяков, коми-зырян и в какой-то мере северных удмуртов. Вот такая посуда, такие светильники, котлы. А это уже очень интересно. Это зоотарденский период. Как бы они похоронены, это население похоронено как бы по мусульманским традициям, но с такими отклонениями, хотя термин «отклонение» — это не совсем научный термин, не с некоторыми иными традициями, вот так надо точнее выразиться. В частности, посмотрите, мужчины, вот мусульмане, татары, здесь сидящие, наверное, знают, когда хоронят, сейчас у нас, да, в селениях хоронят, у нас берут ляхот. Это такой отступ, да, и получается, мы покойника ложим несколько от центра левее. Вот голова там, ноги здесь, от центра мы левее ложим. Понятно? То есть вот яма спускается, и от центра левее. А здесь, если вы посмотрите, они лежат правее от центра все. То есть ляхта нет. Ляхта нет. Они положены по-мусульмански, и у некоторых там присутствует, конечно, инвентарь, сопровождающий инвентарь, не такой существенный, как у прежнего населения, но все-таки он присутствует. Это население очень близко по своему родству с населением вот Мензелинского края, Актанышского края, это так называемое чиеликское население. Это несколько такие отюреченные угры, о чем вот наши исследователи казанские говорят. Вот это они. Вот это они. А пермяки — это несколько другое. Вот, пожалуйста, украшения, которые только с Елабуги и с Елабужского края,
Мы это просто показываем. Посмотрите, какой масштабности они у нас присутствуют. Это так называемые птицевидные подвески, фовидные подвески, характерные для данного населения. Причем надо сразу отметить, что спор о том, кто изготовил. Пермяки говорят, что это чисто их. Если вы спросите наших коллег с Коми республики, скажут, что это изделие вычегодско-вымского населения. Наши коллеги из, скажем, ростовских вузов, ростовских суздальских учреждений скажут, что это население ростовской земли изготавливало. Но как бы то ни было, это население, то есть вот эта традиция изготовления вот таких птицевидных, или это уточки могут быть, это петушки могут быть, изготовление таких подвесок, она прошла, обойдя, по сути, Среднее Поволжье, Прикамье сверху, дошла до Верхней Камы, и по Верхней Камы спустилась к нам в конце XII века. И вот это население, я еще раз просто хочу вернуться к маршруту вот этой миграции. Мы считали до этого, что данное население прибыло на территорию Среднего Поволжья к болгарам через нашу территорию. Почему? Потому что для населения родановской культуры, для лесовиков, для жителей обычной лесной зоны, более удобно спуститься по предкамской территории. Наша территория все-таки считается более лесной территорией. И обойдя, вот дойдя до Вятки, они перебрались на уже левобережье Камы и дошли до центральных районов. Последние исследования наши последние исследования показывают, что они присутствуют уже и в восточно-закамских комплексах. В Челнах этой посуды нет. Родановской посуды в Челнах, в Челнинском комплексе нет. Усаева, Бекмулова их нет. А вот начиная с Турменского комплекса, они уже присутствуют. Посмотрите, все равно, хотя мы вот так обрисовали линию, не совсем правильно она получилась. По всей вероятности, они все равно прошли через нас, через нашу переправу, и, выйдя сюда, дошли до болгар. 18-я группа керамики в Болгарии очень хорошо представлена. Вот Болгария Великом имеется в виду. И в Посаде, и в центре города. И там она датируется только золотоордынским временем. Только золотоордынским временем. Все специалисты датируют эту керамику только золотоордынским временем. Мы считали, что его нет в Беляре. Вот здесь у нас Беляр, столица государства. По крайней мере, все предыдущие исследователи, и Альфред Хасанович Халиков, и Фаэш Шарипович Хузин, писали, что в Беляре 18-й группы керамики нет. А у нас существует такой закон, чего нет в Беляре, того не было в домонгольский период. Да? Мы всегда исходили из этого правила. И нам было очень сложно, вот когда работали по тысячелетию, мы говорили, казанские археологи всегда улыбались, ну, типа, вы говорите, молодежь все равно будет, как мы говорим, как мы исследуем, как мы пишем, вот за Тардынский период. И когда я уже выступал в Казани, что, мол, в Беляре его нет, ко мне подошел специалист, который занимается Беляр последние годы. Говорит: Альберт Фарч, посмотреть только с прошлого года в Беляре, в центре Беляра, в одном раскопе мы нашли 27 фрагментов вот этой 18-й группы посуды. Вот то утверждение, что данное население начало постепенно инкорпорироваться в болгарскую среду уже в предмонгольский период, он подтверждается и материалом Беляра. Теперь второй вопрос. Раз мы коснулись Беляра, вопрос о присутствии следов монгольских завоеваний. Вот мы предмонгольский период закончили. У нас монгольский период, то есть монгольские завоевания являются определенным таким рубежом. Это такое переворачивание страницы. Безусловно, это величайшее событие в истории всего Евразийского континента. Монгольское завоевание — это какой-то для нас маркерный такой рубеж. У нас и период делится: домонгольский, ну, археологи его просто называем домонгол, и зоотардынский период. Домонгольский и зоотардынский. Просто
мы даже сам процесс, то есть или эпоху монгольских завоеваний за за хронологическую отметку даже не считаем. Вот домонгольское все и зато-ордынское. Почему? Потому что монгольские завоевания как бы отразились на всем, должно было отразиться. Во-первых, в народной памяти. Посмотрите, сколько... Я про Русь даже не беру. Я беру, то есть сейчас говорю только о нашем комплексе. Ни одного предмета с Нижневолжским регионом там ничего нет. Если произошло завоевание, она четко просматривается. Пожалуйста, Староромашкино, город Талкиш. Первого раскопа, который мы там заложили в 2013 году, сразу же пошли. Детские челюсти, отрубленные головы, кисти рук, ломанная нога чья-то валяющаяся. Там легенд, преданий, всяких рассказов, связанных с этим временем. Да, народная память где-то спутала. Так ведь монгольские завоевания были спутаны завоеваниями Тамерлана или завоеваниями Булат-Тимура, золотоордынского хана, его поход на Волгу. И имена перепутаны. Но, тем не менее, трагичность этих событий, он проявляется во всем. Вот даже по Елабужскому краю посмотрите, вот эта знаменитая легенда о хане Андижане, да? Елабужский хан Андижан, который узнал, что идут татары, то есть монголы, все богатство он утопил в одном из озер за Камой. Так ведь? Потом пошел со своим народом против захватчиков, ну и погиб. И где лежит его золото, как писали наши краеведы XIX века, мы до сих пор не знаем. То есть только по Елабуге можно 3-4 легенды вспомнить, где так или иначе затрагивается монгольское завоевание региона. И по всем городам можно так пройтись, по всему региону. И Мамадышский край легендами полон. Вот это Кермени и Керменский куст памятников. Тоже монголы пришли, там все завоевали, уничтожили, все сожгли. А где эти следы? Если какой-то процесс происходит, он всегда находит отражение в культурных слоях. Без этого ну никак. Когда мы ведем раскопки, я студентам обычно объясняю, если как где-то древний человек просто так, от нечего делать, от скуки копнул лопатой землю и ушел, да? Копнул, посмеялся, ушел, бросил лопату куда-то, ушел. Мы эту яму найдем. То, что он копнул, мы найдем его, мы его расчистим, мы его как ямку определим. То есть ничего не исчезает. А где присутствие, где следы монгольских завоеваний? Почему? Потому что это очень важный вопрос, так как ряд наших, опять-таки, коллег, моих любимых коллег, не думайте, что я противопоставляю к себе, это в какой-то мере это может быть мои учителя или мои старшие товарищи, вот утверждают, что монгольские завоевания внесли существенные изменения в историю региона, и в том числе в состав населения. Вот с безобидного вот этого утверждения у нас выросла целая концепция, да, концепция смены населения и привязка современных казанских татар к золотоордынскому населению. За эту теорию ухватились наши соседи, особенно соседи Западной Республики, я уже говорил вам на прошлой лекции. И сейчас это полностью поставлено на такой публичное освещение во всех средствах массовой информации. Это промывание исторической памяти людей. Если человеку 100 раз скажет, что он свинья, он и захрюкает. Вот есть такое утверждение. Если скажут, что он пришлый с монголами, да, все будут верить, что он пришлый с монголами. А я говорю, покажите следы. Вот верхность земли. То есть копать ямы сил не было ни у кого.
то есть у остатка населения. Их просто по-мусульмански положили, кого успели, чем-то покрыли, чтобы собаки-волки не растерзали их, и население куда-то ушло. Там больше нет. Этот огромный город-миллионник больше не существовал. Вот это радиокарбон, который мы сделали от одного из домов. Жилище там, верхний слой угля, мы просто уголь собрали. В Питере, Петербурге сделали радиокарбонный анализ, сами сделали. Вот с этого сооружения осадка дома. Видите, эпоха монгольских завоеваний. Где-то 1220 год начинается и заканчивается 1280 год. Там можно подогнать, радиокарбон, он, к сожалению, более узкой даты не дает. Можно подвести и непосредственно под 1236-37 года, и можно подвести эту дату под 1277 год, когда болгары восстали против монгольского владычества, и Менгу Тимур, Золотоордынский хан, их потопил в крови. Но после этого население там не фигурировало. И этих костяков полно везде. Вот когда мы в 23-м году копали Старомашкино, да, и определили еще несколько мест, где просто торчат человеческие головы, то есть головы из-под дерна. Мы их будем вскрывать, если будет возможность, будем вскрывать, будем изучать, будем делать антропологию. Антропологию вот по этим костякам, которые мы сделали, по этим костякам, вот по этому мужчине сделали и по этой женщине сделали. У этой женщины рука сломана вот здесь. Перебили руку ударом, сломали руку. Это европеец, чистый европей, мужчина, причем такого восточноевропейского облика. Цвет волос мы не знаем, какого был. Может, блондином был, может, таким русоволосым был. А это суплопаноид. Суплопаноид, то есть уральского типа, характерное для населения Урала. Характерно для населения Урала. Женщина. Вот монгольские срезни. Вы смотрите. Они отличаются от болгарских наконечников. То, что они очень широкие, они рассчитаны на пробитие как раз коней. Убиваем коня на скаку, да, и всадник падает, сам себе сворачивает шею. Очень удобная такая специфическая тактика. Не надо целиться в человека, лошадь намного легче попасть. Вот это наши новые материалы, которые говорят о том, что в этом регионе в период монгольского завоевания присутствовало и финское население. Это Турменского комплекса. Я вам показывал уже. И вот Ачинский комплекс тоже очень... Мне эта подвеска очень нравится. Она цельная, из оловянистой бронзы, правда, датируется концом XII века. Что касается следующего вопроса, появления новых памятников, действительно, за золотоордынский период в нашем регионе появляется очень много памятников. И в Закамье, это и Орловское селище появляется, и появляется селище в районе Боровецкого леса. Появляется, пока мы про селище не говорим, но материалы есть в районе Сидоровки, очень неплохие материалы сейчас присутствуют. Но Нижнекамск настолько считается город современный, который, мы знаем, ранней истории Нижнекамска по сути нет, на первый взгляд. А хотя с территории Нижнекамска в 3 кустах мы находим присутствие болгарских памятников. Это в районе Соболекова, в районе Красного Ключа и в районе Майдана. То есть во всех наших памятниках болгарские следы присутствуют. У нас на территории увеличивается размер посада. На Чапайке появляется, у Разбахтина, это Колосовка, появляется Танайка. Танайки и до монгольский период были, но в золотоордынский период Танайское селище увеличивается, по сути, доходит до 24 тысяч квадратных метров. У нас есть старое селище возле Ананина, за Ананина, на той стороне, в районе Лугового, старое селище. Материал везде золотоордынский. Но золотоордынский материал, мы говорим золотоордынского времени. Материал он весь болгарский. Другого нет.
И когда мы говорим о смене населения в этот период, никаких у нас хотя бы за что зацепиться, никаких оснований на то, что говорить, что произошла смена населения за Ордынский период, у нас подтверждения этому нет. В Болгарии есть. В Болгарии, на Волге это есть. И Джукетау некоторое количество присутствует. Но это торговые города. Торговые города, туда прибывали из Средней Азии. В письменные источники об этом говорят. Любого зоотордынского времени, арабского или персидского географа можно взять, почитать, и Аль-Амари об этом говорит, и Ибн Арабшах. Все в один голос утверждают, что там проживали выходцы из Средней Азии, из Закавказья, из Ближнего Востока. Мы ведь это не отрицаем. Но это столичные города. А на территории что? На основной территории. На основной территории как проживало население, так и проживало. В Кирменях даже не прослеживается переход от домонгольского к зоотордынского времени. Мы не знаем, где вот проходит грань. Просто все традиции идут, развиваются, сохраняются, ничего не меняется. То же самое мы видим в Челнах. Если кто скажет, что в Усть-Челнинском селище есть какая-то смена домонгольского и зоотордынского, ведь вообще его первоначально читали зоотордынского времени. Евгений Петрович Казаков считал, что Усть-Челнинское селище Челнах — это зоотордынское селище. Поменял он свое мнение только в 2008 никак не прослеживается. Опять-таки, я как археолог, я со своей колокольни смотрю на это. Действительно, если посмотреть Шежере, мы видим, что у этого Карабека были несколько сыновей. Один из сыновей Сейтек, от него идет одно колено, то есть одно направление Шежере. Сейтек, который частенько называли даже Сейтекбеком. Сейтекбек. Он же сокращенно Сейтек. И, мол, в Елабуге правило одно из колен потомков Карабека. Действительно, у нас есть деревня Сейтяк, это Покровская, так ведь? Покровка. Покровка же? Или Покровская у нас? В 10 километрах от нас, ниже нас. Покровка. Покровская. Вот, там Сейтяк. Сейтяк есть у нас в Менделеевском районе, Сейтяк до Безяков. И Сейтяк есть у нас в Мензелинском районе. Но самое интересное, это имя сохранилось и в знаменитом вот этом баите Алабуги. Вот это там вторая часть, там гласит, то есть он дает имена персон, которые были известны в нашем городе. Если мне не изменяет память, там говорится Алабуга олылары, Туйхужа белән Аххужа, серлектеләр иленнән, Сейтәк белән Сейтәкбек чыктылар ислам диненнән. То есть, если перевести на русский язык, елабужские старшины, которые держали здесь власть, это Ахходжа. Ходжа — это феодал, титул феодала. Тойходжа, Ахходжа, они выдворены из страны. Иль — это не обязательно страна, это вот регион, это вот местечко, как на Украине говорят, или мястечко, да? Они выдворены из своих владений, вот владение, точное слово будет. А Сейтяк и Сейтекбек вышли из ислама, то есть были крещены. Это бейт об Алабуге, Алабуга бейте, знаменитая. Ну, там 2 куплета только сохранились на сегодняшний день. Как раз связанная с эпохой завоевания нашего региона. Вот ногайский след, в какой мере он присутствует у нас? Наши историки, вот Дамир Абу Исхаков, очень любят говорить о том, что восток нашего региона, Казанского ханства, это Ногайская Даруга. Ногайская Даруга или Ногайская область. Здесь в Казани жил один из Карачебиев из Ногаев, из мангытов, да, и ногайцы, по сути, чуть ли не играли здесь первую скрипку.
И причем приводятся даже так называемые казанско-ногайские войны где-то 70-х, 80-х годов 15 века, когда Казань проиграла войну ногайцам, и после этой войны усиливается ногайское влияние в нашем регионе. В состав населения Казанского края вливается огромная масса ногайцев. Ногайцы-степняки. Ногайцы-степняки. Если к нам влились степняки, они должны присутствовать в наших городах, в материальной культуре, духовной культуре, хотя бы в кухне. У нас пока такого присутствия нет. Такого присутствия нет. Но мы не знаем. У нас есть свои степные. И завершая, говорить или утверждать о заметном ногайском следе в составе нашего народа я бы не стал. Ногайцы живут родоплеменным строем. Присутствие ногайцев среди башкир мы хорошо знаем. Ногайский элемент очень хорошо представлен среди казахов, киргизов, каракалпаков. Это когда-то это крупный народ. Ногайская орда способна была выставить 300-тысячное войско. Отсюда Вадим Трепавов даже предполагает, что общее население вот этой Ногайской орды могло дойти в период могущества до 1 миллиона человек. У нас в Казанском ханстве столько не проживало. Но если мы посмотрим письменные источники, у нас только 2 отрывка, исторических отрывка письменных источников, где говорится о присутствии ногайцев в Казанском ханстве. И они абсолютно не связаны с 15 веком. Это эпоха правления Сафа-Гирея. Первый раз ногайцы появились в Казани только во времена воцарения Сафа-Гирея в 36 году. Воцарения. Когда он 2-й раз вынужден был сесть на престол, и это свое восшествие он как бы завершил женитьбой на дочери ногайского мирзы Юсуфа Сюембеки. Сюембеки, да, которая стала его 5-й женой. И Сафа-Гирей вынужден был отдать ногайцам присутствие на сбор, присутствие в Казани в виде карачей и право на сбор дани закамских семей. И поэтому наши, то же самое Вадим Трепавов и некоторые другие, и Дамир Абу-Исхаков тоже об этом говорит. Когда мы говорим о Закамье, вот об этой территории Казанского ханства, вот об этой территории, вот Челнинской стороне, мы должны говорить о том, что это не была пустыней, как у нас говорят, это ногайские кочевья. Действительно, в письменных источниках есть это так называемые посольские книги, где ногайцы говорят, я в этом году кочевал в 60 километрах от Казани. Ногайцы пишут Ивану IV Грозному. Действительно, так может быть. Но это при условии, что здесь, в Казань, то есть в этой закамской стороне, существовали еще и оседлые поселения. Оседлые поселения и кочевья между ними ногайские — это характерный специфический образ закамской стороны того времени. Ногайцы получали свою дань, казанские ханы собирали с этой территории свою дань. Free audio post-production by alphonic.com